В прямом эфире информационная программа «Вести, Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум, главное сегодня. Элитные бойцы. Все прям стараются. Приятно работать, когда люди хотят учиться. Парни хотят, парни молодцы. Рамзан Кадыров проинспектировал строительство базы для батальона имени Байсангура Биноевского. На каком этапе специалисты и когда планируют создать объект? Комфорт и безопасность. Ежедневно по ней проезжает более 13 тысяч автомобилей. После реконструкции открыли часть федеральной дороги Р-215, пролегающей по территории региона. Насколько повысится пропускная способность магистрали, поделится Турпал Али Тайсумов. Мушмула – фрукт или ягода. Особенно вкусным из мушмулы получается варенье и ароматный чай. Министерство туризма организовало тур по сбору мушмулы в высокогорном селении Тазбичи. Как его едят, для чего он полезен и сколько удалось собрать нашему корреспонденту, узнаем в этом выпуске. Рамзан Кадыров проинспектировал строящуюся базу для батальона оперативного назначения имени Байсангура Биноевского Национальной гвардии России. На данный момент специалисты заняты внутренними отделочными работами и благоустройством территории части. Медина Мударова расскажет, когда планируется сдать объект. Как говорится, не успели и глазом моргнуть. Строительство батальона имени Байсангура Биноевского на финишной прямой. Работы начались чуть больше месяца назад, а уже виден значительный результат. Завершить планируют в максимально сжатые сроки. На строительной площадке рабочие вовсю заняты укладкой брусчатки, подготовкой основания для асфальтирования внутреннего двора и отделочными работами. С инспекцией приехал глава Чеченской Республики. О текущем состоянии базы рассказал командир полка полиции специального назначения имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев. Примерно до 10-го года ответственность На территории чуть больше гектара создаются все условия комфортного несения службы. На базе есть казарма, столовая, гаражи, спортивный зал, воркаут, площадка и мечеть. أصعب بالله بالله طبعا بالله أنا أتصل العوية ضاع جزء ضاع كيش من جيش عندهم كمان مشيخ بالله ربع الحقيقة الناف К инспекции присоединился и командир подразделения Бекхан Чалаев. Он доложил, что личный состав усиленно готовится вступить в ряды бойцов. Под его руководством будут служить 300 военнослужащих. Бо я спортсмен, мама тебе видно. Здорово, конкуренция, здесь. Набор мире ахтия. Марио поле ахтия, Зимбабве. Марио поле хайо, не знаю. Как они шли форма, а мать своя браза тронта. Что там еще шли, что? Не, ну да, какие значит.
مسئله بتخل بیزد ایوخا مسواو Ахмат – сила, лозунг, который знают даже дети. Так они тепло приветствуют руководителя субъекта. Наравне со строительными работами завершают свою многопрофильную подготовку и личный состав батальона. Мастерство они оттачивают на базе Российского университета спецназа. Как не раз подчеркивал глава Чеченской Республики, батальон имени такой выдающейся личности, как Байсангур, должен быть одним из самых боеспособных. Благодаря личному контролю главы Чеченской Республики работы идут качественно и будут выполнены в срок. Осталось благоустройство немножко отделочных работ, ну и расстановка мебели. В основном все закончено. К несению службы бойцы подразделения приступят в ближайшее время. Для этого все необходимое материально-техническое оснащение у них уже имеется, благодаря фонду имени Ахмата Хаджикадырова. А пока нужно довести их уровень знаний и умений до совершенства. Медина Мударова, Сайдали Ампукаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Глава республики проинспектировал тренировочный процесс бойцов двух новых батальонов. Военнослужащие подразделений имени Байсангура Биноевского, войск Национальной гвардии и шейха Мансура Минобороны обучаются по 7 направлениям. Подготовка продлится 3 месяца, всего обучение пройдут 600 сотрудников. По итогу они должны уметь решать задачи любой сложности, которые перед ними ставит Родина. Репортаж Камилы Сайхановой. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров регулярно держит на контроле подготовку бойцов. В очередной раз он посетил Российский университет спецназа, где начались занятия второй группы личного состава батальона имени шейха Мансура. Военнослужащих здесь готовят по 7 направлениям. Инструкторы ведут работу с бойцами как по индивидуальной, так и по групповой тактике огневой подготовки. Каждое движение оттачивается до автоматизма. Есть обращение оружия. Начало. Бывшие сотрудники есть здесь, но новички есть. Совместно беги обращение оружия к началу. О программе курса занятий и об успехах военнослужащих Рамзану Кадырову рассказал первый заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко. Все хорошо. Работаем. Нормально. Занятия как раз, да? Да. Тренируемся. Готовим ребят, подразделения, курсы. Все проходит по плану. Все хорошо. Молодцы, стараются. Прям мотивация есть. Приятно работать с ребятами. Как восприятие? Хорошо. Прям, я говорю, все прям стараются. Приятно работать, когда люди хотят учиться. Парни хотят, парни молодцы. Понимают, что большое дело делают. Самое главное. А сегодня только они здесь? Да, ну у нас сегодня чистка оружия, выходной, да, чтобы немножко люди отдыхали, потому что весь период рабочей недели они работают с утра до вечера. Напряженные занятия, чтобы чуть-чуть перезагружались и обслуживали вооружение, форму свою. Делаем выходные такие. Сейчас инструкторов по максимуму всех направили на подготовку батальонов. По минимуму то с подразделениями другими работаем. И коммерческие тоже по минимуму, потому что все инструктора задействованы на подготовке. Военнослужащие должны уметь решать задачи любой сложности. Этот опыт пригодится в будущем. На полигонах республики и за ее пределами бойцы регулярно проходят учения обращению с тяжелой техникой, например, артиллерийскими установками. По технике тоже развиваемся, сейчас занимаемся. Проводим занятия, обмен опытом, выезжаем в подразделения на территории республики. Со специалистами, с артиллеристами также работаем. Ну как получается, а ты здесь? Да, хорошо работают.
Молодцы. И опыт хороший передают. Сейчас у нас два парня из Вагнера. Вот они прям воевали на гвоздике. И они сейчас полностью нашу гвоздику приводят в порядок. Это где? Это наши китайские мотоциклы. 18 штук. Их чуть-чуть так в порядок привели тоже. И сейчас инструктора ездят по территории. Удобно быстро подскочить туда-сюда. А на полигоне в Шали инструкторы РУС вовсю испытывают прототип джихад-мобиля. Это военная машина, разработка Московского государственного технического университета имени Баумана. Ее производство планируют наладить на базе Чеченавто в Аргуне. Где-то сантиметров 20-25 разъехал. Вообще. Даже больше. Временно пробовать. Рекомендации улучшать. И ресурс и усилить даже ванны улучшу амантизатор шхит, дополнительно амантизатор усилится и шли. И аерзин тоже держать. То бокин за. Короткий очередь, длинный короткий туш, длинный туш, очередь, короткий туш, лаузы, длинный, боковой, а только он длинный очередь, 60. Сетка уже и ватса или док плюс, то усилий течет. Личный состав прилагает все усилия для совершенствования боевых навыков. Компания в Питере был и делают на квадрокоптеры, устанавливают гранатометы РПГ-26 и РШГ. И вот договорились, в ближайшее время они доделают немножко этот коптер, планируют к нам приехать на тесты, испытания провести. Хорошо. И систему сброса новую сделали, ставят точку на карте, куда нужно сбросить, рассчитывают баллистику боеприпаса, как он падает с высоты. И с 500 метров мины 82-е бросают уже прямо на планшете, ставят точку, квадрокоптер сам сдвигается куда надо и сбрасывают, и он летит уже туда, куда надо. С расчетом ветра на мину. Сейчас ребята дорабатывают немножко систему сброса и планируют к нам приехать. Вот в среду был на производстве, на полигоне у них. Гусеничный робот, ростовский, тоже специалист, завод думаю, сердцевый проработал, 8-10 килограмм, тратил чудо, 2,5-3 километра, дальность ставили, батарейки ставил, рыбу гусит мы спящий режим еды, рыб отключить мы на него не завести, даёвый, ты сутки, 6 сутки, а как это не даёвый, а еще на раз, это так, это я ближе к вову, но чапно дали, это уже доволен, добьешь, это я был испытаем еще что. Пока иногда зимно бью, а ёкчу даже до 15 до 20 килограмм, что ты получишь. Ступень, что халя, чу, и он каррячи, бертарячи, ин конструкции, ведь он до того интересно. Мечи дают. Это я ближе к вову. Да уж, это вообще длительно, что хахана, обобщен. Любой штаб, как-то сопровождать. Отключить течи рыбу, спящий режим виды, леталати, дамы халву чи, или карьеран сам оушат, это модины сразу ёкшу. Если было, Подготовка продлится 3 месяца. Всего обучение пройдут 600 сотрудников, ну а пока завершается строительство баз и решаются вопросы материально-технического снабжения. Камила Сайханова, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Новая группа добровольцев вылетела из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Они прошли военную подготовку у инструкторов в Российском университете спецназа. Каждый боец заключил контракт с Министерством обороны, что обеспечит их всеми льготами и социальными гарантиями. Проводить их прибыли представители республиканской власти. Репортаж Медины Мударовой. В них нуждались, и они пришли. Отважные воины, готовые защищать свою родину. В международном аэропорту Грозного по традиции проводить новобранцев прибыл спикер парламента, руководитель регионального оперштаба специальной военной операции Магомед Даудов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Расханов и начальника Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Али Тагиров. Магомед Даудов подчеркнул, что на Украине бойцы защищают наши духовные ценности. Об этой борьбе поможет только братская сплоченность. И все понимаем, почему мы вышли на тропу борьбы с фашизмом, с нацизмом 21 века.
где последние 9 уже лет, получается, где фашисты, нацисты боролись с мирным населением Донбасса. Мы все это знаем, мы все это видели. Бойцы, берегите друг друга, поддерживайте друг друга. В свою очередь Аслан Ирасханов отметил, что перед воинами стоит приоритетная задача – защита своей родины. Каждый мужчина должен защищать свою родину, где бы это ни было, с кем бы это ни было. Мы все клялись защищать нашу родину от внутренних и внешних врагов. Мы с братьями вам желаем удачи, чтобы все живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. Многонациональный состав каждой вылетающей группы очень разнообразен. В числе добровольцев не только жители Чеченской Республики, но и других регионов. Все как один знают, зачем едут и с какой целью. Я приехал с Республики Хакасия, город Абакан. Приехал с братом. Брат у меня танкист, контуженный, не долечился, то есть его не разрешили ему. Я остался. Подготовка хорошая, 2 недели тренировал спецназ Ахмат. То есть иду на войну тут за Россию. Еду в 3-й раз. Но почему выбрал именно Ахмат спецназ? Потому что здесь на самом деле относятся по-братски, прям со всей душой, обучают очень достойно, одевают. То есть все, что нужно для первой необходимости, все дают. С настроем, что мы все равно победим. Перед отправкой каждый из них прошел курс военной подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Там под чутким руководством инструкторов кто-то обрел, а кто-то значительно улучшил свои навыки. Теперь они полны силы и нацелены только на победу. Я считаю, что это одно из самых боеспособных добровольческих подразделений. Кроме того, сама подготовка происходит на территории Российского университета спецназа, где инструктора с опытом, в том числе боевым, при участии даже специальной военной операции. Амуниции бойцов обеспечивает региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. В рюкзак входят спальные мешки, медикаменты, комплекты одежды и бронежилеты. Бойцы уже поднимаются по трапу самолета и готовятся пополнить ряды храбрецов. Самолет вместе с добровольцами отправится в зону проведения специальной военной операции, чтобы навсегда покончить с фашизмом и нацизмом. Мизина Мударова, Рахман Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В региональном управлении Росгвардии прошла пресс-конференция. Мероприятие состоялось под председательством начальника управления, начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Усмана Дакаева. Представители Росгвардии поделились с журналистами итогами работы за 2022 год, а также о внесениях изменений в закон об оружии, согласно которым отказ о выдаче лицензии на приобретение средств самозащиты получат граждане со снятой или погашенной судимостью. Офицеры также разъяснили порядок получения удостоверения частного охранника, о сроках действия разрешительных документов и о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия. Чеченский народ считает своим моральным долгом помочь в эти трудные минуты братьям и сестрам из сектора Газа. Республика приняла 170 беженцев, все они размещены в оздоровительной базе «Горный ключ» в Шалинском муниципалитете. В ближайшее время планируется комплексная работа с ними. Помощник главы республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел встречу с переселенцами. Чиновник рассказал о регионе, о традициях и культуре. Для них также организовали акцию. Подробнее расскажет Мадина Кураева. Чеченская республика приняла порядка 170 беженцев. Они временно размещены на оздоровительной базе «Горный ключ». Комплексная работа по их адаптации планируется начать скоро. Помощник главы республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел встречу с палестинцами и рассказал о жизни в регионе, о традициях и о том, что на межнациональной почве у нас не зарегистрированы конфликты. Мы живем как одна дружная семья, все национальности, все религиозные конфессии. Живем как одна семья. Есть один глава республики, который защищает права всех нас, который обеспечивает соблюдение прав всех национальностей, всех конфессий. Ахмед Дудаев ответил на все интересующие их вопросы. Переселенцы поблагодарили руководство республики за организованные для них условия и за теплую встречу. Хочу вас отблагодарить за выступление, провели
благодаря вашему и нашему будущему президентам Кадыров и Владимиру Путину. Вы все сказали, как сказать, где закон, где порядок есть. Мы все под закон, мы слышали все, что вы говорили, мы уважаем это, и мы будем всем под закон никогда. Мы дисциплинированные люди, я думаю, что даже мы добавим для вас, братья, и какие-то-нибудь. Присутствующим показали видеоролик о регионе, об успехах и что пройдено для его благополучия. Заслуженный артист Чеченской Республики Исайя Самбаев исполнил свой новый нашид о трагедии в Палестине. В связи с большим количеством вопросов, поступающих через социальные платформы в адрес руководства республики о том, как могут помочь беженцам жители региона, благотворительный фонд «Даймок» будет заниматься сбором и распределением гумпомощи от населения. После беженцы направились в столичные магазины. По инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой им выделены денежные средства на покупку одежды. В условиях того, что они под израильскую бомбардировку были вынуждены покинуть страну, вещей у них мало, тем более для холодной погоды. Наши братья-мусульмане из Палестины пришли, чтобы приобрести верхнюю одежду. Здесь и дети, и взрослые, и подростки. И каждый может сейчас приобрести себе то, что им нравится, то, что им необходимо. Даже некоторые мелкие аксессуары дети выбирают, счастливые такие бегают. Это очень трогательно и очень радует, что хоть в чем-то, хоть в этом мы можем им помочь. Волонтеры помогали палестинцам с выбором товаров. Это теплая одежда и обувь. Выбор большой на любой вкус. Спасибо вам за эту акцию. Это нам было очень нужно для нас и специально для наших детей. Мы вас благодарим очень сильно. И дай Аллах вам здоровья. Нам очень хорошо здесь. Вам все спасибо за то, что нам дали, где жить, поесть, все покормили. И спасибо еще Хадижат Кадырову и Рамадан Кадырову за то, что они принимали как братьями здесь. И мы здесь чувствуем себя как в родине. И даже большое спасибо народ чеченский, это братьями мусульманские, мы тоже мусульманские, за поддержку. Скоро планируют начать работу по налаживанию образовательного процесса для детей и трудоустройства по профилю взрослых. Вместе с тем главой республики Рамзаном Кадыровым поставлена задача перед органами власти уделить особое внимание решению проблемных вопросов беженцев. Мадина Кураева, Сайдаминдот Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. После реконструкции открыли часть автомобильной дороги Р-215, пролегающая через наш регион. Она находится от съезда к городу Угдуремес до выезда из станицы Новощедринская. Проезжую часть расширили с 2 до 4 полос движения, а встречные потоки транспорта разделили барьерным ограждением. Турпала Тайсумов поделится, сколько километров отремонтировано. Федеральная автодорога Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала подъезд к городу Грозному имеет протяженность более 100 километров. Ранее на данном участке было только двухполосное движение. Теперь оно расширено до 4 и имеет протяженность 16 километров от съезда к городу Гудермес до выезда из станицы Новощедринской. Дорога проходит через Шилковской район, соединяя Чеченскую Республику и Дагестан. Трасса является востребованным маршрутом для дальнобойщиков. Ежедневно по ней проезжает более 13 тысяч автомобилей. Полотно уложено в 3 слоя для лучшей устойчивости. Приветственный адрес от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова зачитал первый помощник руководителя региона Абубакар Тумхаджиев. Шелковской район – это самый большой район в республике. Здесь живут трудолюбивые и гостеприимные люди. Для них эта трасса имеет большое значение. Ежедневно здесь проезжают десятки тысяч машин. Это не только местные жители, но и гости и транзитный транспорт. Она связывает нашу республику с соседними регионами. По мере развития экономических связей и внутреннего туризма в стране каждым годом поток автотранспорта растет. Поэтому мы планомерно расширяем дорожную сеть, делаем ее комфортнее и удобнее. Ездить по таким дорогам – одно удовольствие. Все это делается по поручению нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Благодарю Федеральное дорожное агентство и рабочих, которые здесь трудились, за добросовестную работу. Надеюсь, что
С помощью Росавтодора мы и дальше будем развивать дорожную инфраструктуру. После выступления сотрудников Федерального дорожного агентства на участке был дан старт движению. Начальник УГИБДД МВД по субъекту Идрис Черхигов выразил слова благодарности руководству республики за содействие в строительстве. Он также призвал автолюбителей соблюдать правила дорожного движения в избежание опасных ситуаций. Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича, благодаря федеральному центру, наши дороги становятся шире, плюс безопасность повышается. Хотел бы поблагодарить всех дорожников, которые трудились на этом пути и трудятся, и чтобы они знали, что управление ГИБДД всегда им помощь. В первую очередь, конечно, надо соблюдать правила дорожного движения. Это залог их же безопасности, их же здоровья. Не превышать скоростной режим. Плюс, тем более, у нас сейчас зимний время период, соблюдать все правила дорожного движения, все предписания, которые приписаны знаками. Также хотелось бы пешеходам сказать, переходить дорогу, где положено. Все условия предоставлены для вас, чтобы вы обеспечили сами себе безопасность. Рады были и местные жители. Многие из них живут здесь уже давно. دقي صوتش مسو ريونش كه مسو يرش كه ديش سواش ويز غيت من وجدال سنسا دويل يلشنو الله عليه الصلاة والسلام صدقة جارية والخرت يبدرشتول شوم نخا هنقة ناغ بيد ميل ويسا تغن دنيا ناقان إغر تاحا يالغر يوشوم دقر هركزيك بالباتر غيت من وجدال تعي بركتي ويلو ذي ريس خير أولوي بتشحنا مسمت نيقش بحكيش أرول غين حتى دق دور دوش أو خخة طول بدعوة تيقطع ذي ريس خير بندق من لا تشنات أخت إيه هو نقطة شو إشترنيقش بح دال وسخو دا مكشلا لويسا دون الله لوي تويبقلوقتان. Для жителей села Коби и станицы Новощедринская смонтированы линии электроосвещения, установлены пешеходные ограждения и автобусные остановки. Подобные преобразования позволят обеспечить комфортные условия как для жителей, так и автомобилистов. Турпа Лалита Исумов, Ислам Ибрагимов и Сайтамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская Республика. Мушмула – фрукт или ягода? Этот вопрос мучает многих, когда разговор начинается про данный плод. Поскольку у него подсемейство яблоневых, он считается фруктом. В республике начался сезон сбора мушмулы. Тур по его уборке организовало Министерство туризма. Фрукт в мире широко неизвестен, однако на Кавказе знают все. И ценят за лекарственные свойства и неповторимый гармоничный вкус сочной груши, цитрусовых и черешни. Валентина Гусевская поделится, сколько она собрала. Мушмула – это богатый витамином С плод, который похож на маленькое яблоко. На вкус ягода сладкая с легкой кислинкой. Особенно вкусным из мушмулы получается варенье и ароматный чай. В Утум-Калинском районе собирать ее начинают в начале зимы после осенних заморозок. Охота за ягодой в горах – дело нелегкое. Однако любителей активного отдыха это не останавливает. Сегодня солнечная погода располагает к этому процессу. И, конечно же, компания душевно собралась. Очень интересно, весело проводим время. Участники похода – профессиональные гиды по туристическим местам региона. Здесь они, чтобы совместить приятное с полезным, собрать немного ягоды, насладиться красотой чеченских гор и исследовать новый маршрут. Помогает в этом Министерство Чеченской Республики по туризму. Они организовали поход за мушмулой. Группа желающих набралась всего за 2 часа. Цели и задачи нашего ведомства входит развитие не только внутреннего, но и въездного туризма. Но у нас в этом году такой основной акцент шел на развитие внутреннего туризма с целью популяризации объектов культуры, природных объектов, локаций среди молодежи, местного населения. Потому что, к сожалению, не каждый мог распознать элементарно в соцсети какую-то локацию. И было, конечно, прискорбно наблюдать, что у нашей молодежи такие вот пробелы в знаниях. А с этой целью министерство регулярно организовывает такого рода походы, выезды в самые разные районы Чеченской Республики. И в этот раз жребий пал на Утум-Калинский район. Мы решили, раз сезон черемши еще не настал, но мушмула уже на подходе, почему бы нет? Потому что это все-таки такой наш национальный продукт. Несколько часов ушло на поиски ягоды. Пока некоторые собирали ее, другие увлеченно заполняли память телефона фотографиями и видео, снятыми на фоне гор Чеченской Республики. Участники признались, что получили незабываемые впечатления, которые, если не сохранятся в памяти, то в ленте социальных сетей точно. Поездка прошла очень позитивно, как всегда, в принципе. Очень хорошая организация, очень хорошая компания. Нам очень повезло с погодой. Сегодня очень тепло, светит солнышко, прекрасная природа, прекрасные люди. Поэтому впечатления самые положительные.
Кульминационная часть похода – пикник. В меню пирожки с картошкой и чай из горных трав, заваренный в самоваре. Валентина Гусевская, Аслан Ахматов, Саидамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Красивые фигуры и продуманные ходы. Шахматы – это увлекательная игра, пришедшая к нам из Древней Индии. Ее называют благородной, поскольку, когда она появилась, простым людям не дозволялось в нее играть. В интеллектуальной битве в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант» узнали имена лучших юных шахматистов СКФО. О невероятных тактических комбинациях на доске в следующем материале. Расписание дня Эмина Аушева плотный. Утром тренировка в секции бокса, после учебы в школе, вечером игра в кружке шахмат. Оба вида спорта схожи. Учат работать над эмоциями и думать наперед, говорит парень. Шахматами занимаюсь где-то лет с 8, наверное. Сейчас прошел 2 тура на турнире, оба выиграл, пока соперники были не сильные, так как начало турнира. Изначально меня, конечно, заставляли, а потом как-то я начал смотреть YouTube, начал смотреть, как играют профессиональные шахматисты, и мне самому это понравилось, я кайфовали от этого. Мухаммад Измайлов дольше всех продержался в первом туре. В абсолютно пустом от игроков в зале он и его соперник боролись до конца. Это связано с тем, что нужно постоянно обдумывать на несколько ходов вперед. У меня там было очень мало времени, я просто думал, если быстро ходить, можно же попасть в неприятности, потому что тогда, когда я спешил, так даже это был блиц, из-за этого я проиграл. Организаторами турнира являются независимый консалтинговый центр «Информатио» и республиканский комплекс общего и дополнительного образования «КВАН». Интеллектуальные состязания названы в честь судьи международной категории по шахматам Мамеда Зубайраева. Наша организация занимается различными вопросами. Мы стараемся быть полезными нашей республике, образовательной системе. И вот одно из направлений, которым мы занимаемся, это развитие шахматного движения в нашей республике. За звание гроссмейстера боролись более 100 участников из регионов СКФО. Соревнования прошли по швейцарской системе в 9 туров. За игрой наблюдали высококвалифицированные эксперты. Формат шахмат 10 минут и 5 секунд добавляется на каждый ход. Это шахматные термины такие, да? Это называется быстрые шахматы. Уже сами тренеры, мы знаем фаворитов, но бывает очень приятно удивить кто-то новый. Помимо этого здесь участвуют и финалисты прошедшего чемпионата республики среди школьников, которые получили по 100 тысяч премий. Поэтому очень приятно остальным сыграть с ними тоже. В игре шахматы самое главное – бдительность. Малейшая ошибка может лишить игрока важной фигуры. Шахматы учат терпению и спокойствию, искусству маленьких шагов, умению сражаться до конца. И эта игра, словно символ самой жизни с ее фигурами, выполняющими разные функции, а их цветовая гамма подобна вечной борьбе внутри нас, света и тьмы. Победители и призеры награждены дипломами, медалями, кубками и ценными призами. Чемпионом турнира по итогам напряженной борьбы стал Адам Хиряев. В отдельных категориях первые места заняли Тимур Есенов, Зубайр Ерзнукаев, Хава Евлоева, Кира Безрова. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Рамзан Абуев, Маусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Силовики из Чеченской Республики продолжают работу в запорожском направлении. Подразделение ОМОН Ахмат-1 базируется в городе Энергодар. Это один из самых стратегически важных городов, так как здесь находится атомная электростанция. Там бойцы охраняют правопорядок, выявляют диверсантов и наводчиков вооруженных сил Украины. По городу круглосуточно работают мобильные и пешие патрули. Пешие патрули машины шкафу. Бюсен пешие олжудаёк, дальше мела безопасности, бронированные машины, ахалар воли дол делдак. Пешие бульбель целюрит. Суточно полностью вой город, вой отвечать за что алмеш. Полностью вой контролировать, я вой подразделение осок. Кита бюсен арбел, бобеш город я хауш, так зол. Дрии на бюсена постоянно военшвух. Команда республиканского спортивного клуба «Ахмат» стала чемпионом нового международного турнира континентальной лиги дзюдо. Соревнования проходили в Москве во дворце спорта «Лужники». Чеченские спортсмены показали самую лучшую подготовку, хорошую дисциплину и высокий боевой дух. Наряду с ними на площадку выходили именитые дзюдоисты и призеры всероссийских и международных соревнований.
Всего в турнире приняло участие 24 команды из России и зарубежья, из них в финал вышли лишь 8. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.